Герой нашей программы прошел боевой путь от Моздока до самого Берлина. За мужество и самоотверженность, проявленные в годы Великой Отечественной войны, отмечен множеством наград. Не менее ярким был и его трудовой путь. Летчик Хасултан Керимович Арчаков. Вспоминая об этом удивительном человеке, все, кто его знал, наравне с боевыми и трудовыми заслугами, отмечают прекрасные нравственные качества. Чтобы рассказать о нашем герое, для начала мы решили обратиться в Ингушский государственный музей краеведения. Здесь хранятся некоторые материалы и личные вещи Хасултана Арчакова, переданные родными, документы, свидетельствующие о его подвигах. В музее хранятся материалы, его летные книжки. К сожалению, не так много личных вещей. У нас очень много запросов на его имя. Это продолжение того курса, который начал основатель музея Туган Хаджимохович Масагов. В том числе можно сказать о том, что при жизни он не раз посещал наш музей и был тут одним из самых почетнейших гостей. До того, как стал воздушным стрелком, он был конным разведчиком 253-го стрелкового полка. Он воевал на Северо-Западном фронте, на Первом Белорусском и на украинских фронтах. Он принимал участие в битве за Кавказ, освобождении Украины и Белоруссии и освобождении европейских государств от нацистского влияния, в том числе и захват Германии. В наградном листе за орден Красной Звезды, полученный в 1944 году, говорится: товарищ Арчаков совершил 63 вылета, 10 на Бобруйском направлении, 53 на Ковельском направлении. За свои боевые вылеты он совершил 2 поджога, 4 взрыва, подавил огонь 3 артиллерийских и 4 минометных орудий. Также в наградном листе за орден славы 3-й степени за 1945 год говорится о том, что он совершил крупный взрыв на франкфуртском направлении. Это был склад боеприпасов, и за этот подвиг он награждается высокой правительственной наградой орден славы 3-й степени. Он также был награжден еще одним орденом Красной Звезды. В наградном листе говорится то, что он совершил 160 боевых вылетов, помог в наступательных операциях на Висло-Одерском направлении. Свой боевой путь он закончил в 1946 году. Также среди его наград есть 3 медали. Медаль за освобождение Варшавы, медаль за взятие Берлина и медаль за победу в войне над Германией. Помимо боевых медалей, у него еще очень большой послужной список в трудовой деятельности. Среди его наград это за многолетний добросовестный труд, также знак почета. Родное село нашего героя Кантышево. Сегодня здесь живет его семья, многие из близких родственников. Нам удалось пообщаться с супругой Хасултана Арчакова Мадинат, сыном Гериханом, племянниками и другими близкими людьми. Отец родился в 1922 году в селении Кантышево. Здесь вся семья, здесь они жили. Вырос он здесь, в школу пошел, но заканчивал он школу в Орджоникидзе. После школы он как раз перед войной заканчивал школу и пошел, точнее, он не на войну пошел, его взяли на ускоренные курсы летчиков. В Моздоке он кончил курсы летчиков, потом оттуда его направили на фронт. Сразу на самолет не посадили, их повезли в пехоту вначале, воевали в пехоте, потом в Волгограде посадили на самолет и в Сталинград защищали уже летчиками. Оттуда они уже до Берлина дошли. Как уже говорилось, Хасултан Арчаков воевал до победного конца, а затем еще год находился на службе, потому что таких отличившихся военных отпускали не сразу. Наш герой до 1946 года передавал свой боевой опыт новобранцам. В 1945 году он в отпуск в Казахстане, приезжал в отпуск, а в 1946-м окончательно вернулся с фронта. Там, в Казахстане, работал,
в Алмате на концерном заводе начальником отдела работал. После, в 60-м году мы переехали в Чечен-Ингушетию, и тут он уже тут работал. Его переехали, сразу его начальником собеса поставили, потом в райкоме он работал, управляющим здесь работал. До пенсии он так и дошел. Огромен вклад Хасултана Арчакова и в развитие восстановленной после депортации Чечено-Ингушской республики. Наш герой проработал на различных должностях, везде проявлял как исключительные профессиональные качества, так и редкую порядочность, безграничную доброту. Мы работали вместе, совхоз 40 лет, тогда начал я работать с ним вместе. Потом переименовали, тогда я работал. До смерти мы вместе работали среди людей. Уважаемый был, как говорится, почетный. Считали его, слушались его. Когда вот неприятности бывают, прибегаем к нему. В чем дело? Вот такие вот проблемы. Вот сейчас. У него вот такой маневр был. Сейчас. И до конца доводил свой. Хасол с семьей переехал сюда, в Кантышев, в 1960 году. Но так-то я, значит, слышал от родителей своих и от всех родственников, что он, значит, на хорошем счету. Работал на заранее там райсобесы, заведующим был он. Потом парторгом он в Кажевском совхозе работал, в Кантышеве работал, управляющим отделением здесь был. И все о нем отзывались очень хорошо. Честный был человек. Как все там говорили, кто с ним работал, значит, он не позволял и другим, значит, заниматься нехорошими, нечестными делами. И сам был очень честный. Своих детей в таком же духе воспитывал, чтобы относились, значит, и к людям уважительно, чтобы, значит, потом люди могли о них только хорошо отзываться впоследствии. Как участник войны, как грамотный человек, помогал во всех делах своим родственникам, где какая-то помощь нужна была, где-то какой-то совет надо было. К нему обращались, и он оказывал помощь посильную. Наш герой был немногословным. На собственном примере показывал и своим детям, и многочисленным племянникам, каким нужно быть, как относиться к окружающим. Поэтому сказанное им помнится спустя многие годы. Простые истины. Не воруй, не кради, живи честно. Это все его, он все говорил. Жить надо честно. غريتتي دوتش واغويز أورت ناخت أمر خلويز أمر دوسك ناخا ديكاويور ديشو تقيت هم دات أور ستين واغويز ناخت زوار جو ستين سك قميل سمار قميل تو دحيخر قميل دورتو غريتتي سكت ديواتس ديزل برزويخاو شيء يغرتت الليل ديداس Сангол чханден садаг уасунс де о совхозе балхвар деш угожцы школе де цанде машинцы де ага адугорцу де жо алыр дешлус берж де ваш деше де масхан деш кват школурuz де деш маштачне дешлус жахаж де на камел де цаш бегиш беж из де омудул жвац де ши алыр де ца хейхм бер масхан деш цаг де на шайхан лхам хади де хамлош кожмахол Издарцу доходиться. Я Арчаков Хасолт юрт бахшнаха лол хошты тейпаннаха балхат яхнаха цекет мерзе олыш наха нака олыш ши пача балхат я вашиш ши дизел цена омла олыш дик лол хо варкер гулқц ол хоза гулқ долсак хетга ухцузамла Нистовиет ихуатиш. Кед мерз уамал ялсак варкер. Онгар йгал дянат ухазолта яхам дят онгар ярди хангуш дянат ян балгат яхвалиш онгар дяхан яддуния чволч хан яда айлвалс онгар тамбуатш дахам бари дондер цансага. Дикти хейгар مصبرش ناخا ناقبر يرتباخت ناخت شيء تيب ناخت لول خوشت خيكا بيها أحبيخ شحون ديك نو أستي برش كاد مرز ناخبرش
زيني ظلم يبواش خلتي حقي يا دوا خاصوتي. Много времени уделял Хасултан Арчаков и общественной деятельности. Наш герой в числе тех, кто внес вклад в дело образования Ингушской республики. Очень много общественной деятельностью занимался. Постоянно помогал людям. В восстановлении республики он участвовал. Когда выезжала группа депутатов всех уровней с Ингушетии в Москву перед становлением республики. Депутаты всех уровней. И он был у них старше. И там они встречались с Хасбулатовым, Абдулатыповым. Как и все, кто прошел через самое пекло войны, Хасултан Арчаков не любил рассказывать о своих боевых заслугах, вспоминать это время. Наш герой воевал не ради наград и не о почестях думал, находясь на фронте. Он хотел, чтобы такое больше никогда не повторилось. Peidoter doeterswater, satin, kamel doorzo. No tam al kesk doeterzo ha. Dokter het moeten tom. Tom jo lirbar orzo. Tom besak. De neetjes een halsje dat baat orzo. Zo lirbar tom el. Tom die aangaller is die dokter. Als kamel doeterzo die. Tom habi alche. Da شو يشتي دي حوار دا ايربورت مي بيستان ده حاج برجوش السمولات اجحم عالياس دخليا صوت دوستي اشتدي تيج ايربورت ده هيجي دي تيجا دي حتى بنتي وغاتش. Яркая и полная всевозможных событий жизнь нашего героя оборвалась внезапно в 1992 году после известных трагических событий осени. Отца не стало 2 декабря 1992 года и после этих событий. Сердце остановилось. И события шхан в 1992 году. Что один открылся, сонно дол разметки шнисен. Духая геже из республики Хайра, тже духлин дихан. Да ихрез дихан кигер хаген шилтя дога что открылся здесь. Имя Хасултана Арчакова навсегда в славной истории ингушского народа. О нем не забывают не только родные, но и все, кому посчастливилось знать его лично. В честь нашего героя названа улица в родном селе. Память о нем хранится в музейных и архивных фондах Ингушетии.